Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Алматы қаласы білім басқармасы техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жоспарына сәйкес IT құзыреттілігіңді жетілдір жобасы аясында геймификация және визуалды технологиялар білім беру тәсілдерін өзгерту жолдары тақырыбында колледж педагогтары үшін кезекті қалалық оқыту семинарын ұйымдастырып өткізгелі отырмыз. Бүгінгі өз тәжірибесімен бөліскелі отырған халықаралық бизнес академиясы колледжінің арнайы пән оқытушысы Батыкова Айгерім Сергазиевнаға сөз кезегін береміз. Айгерім Сергазиевна, дайынсыз ба? Саламатсыздар ма? Добрый день, коллеги. Бастаңыз. Тема сегодняшнего моего выступления — технологии геймификации и визуализации, как они меняют подход к обучению и преподаванию. Меня зовут Батыкова Айгерім Сергазиевна, преподаватель специальных дисциплин колледжа МАП. Сегодня я хочу представить вашему вниманию такую программу, как NearPod. Это образовательная онлайн-программа, где мы можем создавать с вами презентации. Подходит она для дистанционного обучения, очного, заочного, то есть все виды обучения можно тут, в принципе, проводить. Чем эта программа является уникальной? Хочу сегодня сразу же показать сначала с примера. Заходим в программу NearPod, можете забить у себя в поисковике, также она называется nearpod.com. У вас, в принципе, выйдет окошко регистрации, либо авторизации, если у вас есть аккаунт. У меня тут уже есть аккаунт, поэтому авторизацию я уже сделала. Хочу показать вам сегодня один из уроков, который до этого у меня уже был. Сейчас, если зайдем, нажмем на кнопочку «Edit», тут мы можем создать интерактивную презентацию. Первый слайд моей презентации — это какой-либо 3D-объект. Здесь есть очень много 3D-объектов. Это очень интересно детям для обучения. И как раз-таки можно очень быстро создать что-то новое. То есть я возьму любой 3D-объект, нажимаю, кликаю 2 раза, и, в принципе, все, у вас на слайде уже есть 3D-объект, который дети могут увеличить, посмотреть, проиграть. То есть вот так вот. Они так более хорошо воспринимают визуально, и рассказывать как раз-таки вам будет удобней. Следующий слайд, интерактивный тоже, это симуляция. То есть тут у меня симуляция, как человеческий глаз воспринимает цвета, как они смешиваются. Допустим, тут вот так вот детям можно объяснить, как работает вообще зрительная система у людей. Третий слайд, он будет про 3D-туры. Вы можете поставить 3D-тур любой город, любое место на планете Земля. То есть любое место ребята могут просмотреть, если это какая-то тема по городам и так далее, смежная. Так, следующий слайд у меня будет игровой, как раз-таки в тему моей сегодняшней темы. У нас тут будет квиз. Квиз с элементами игры. То есть мы будем задавать какие-то вопросы, ребята должны будут ответить. Первый вопрос. Я хочу сюда, допустим, какой-нибудь легкий вопрос написать. Допустим, что такое интернет? И тут ответы. Можно сколько вам хочется ответов написать. Допустим, это глобальная сеть. Вы можете добавить сколько угодно. Вот, правильный ответ как раз-таки выделяется зелененькой галочкой. Тут у нас есть время, сколько дается времени на один вопрос. То есть вы можете здесь поставить, допустим, 15 секунд, 30 секунд на один вопрос. Добавить сюда еще можно картинки. Если у вас какой-то вопрос с картинкой, допустим, опишите, что вы видите на картинке, или опишите, какой результат получится по формуле и так далее, вы можете ставить картинкой. Ответы тоже можно ставить здесь картинкой. Вот тут есть, но пока вставлять не будем. Так мы можем добавить несколько вопросов. У меня тут пока 2. И, в принципе, сохраняем. Далее, следующий вид заданий, который я хотела бы дать своим студентам, это
пропуски. То есть здесь у нас какой-то текст, у меня текст про компьютер, я выделяю тут какие-то слова, которые студенты должны будут расположить как раз-таки тут, и у них должно все получиться. То есть заполните пропуски в тексте задания. И самое последнее задание будет на рефлексию, то есть это у нас интерактивная доска, ребенок видит вашу вот эту картинку, и он должен здесь обвести, допустим, как он понял эту тему. Допустим, они поняли эту тему, как эти человечки на дереве. То есть он обводит и отправляет мне результат. Я вижу результат всех детей, на сколько процентов они, в принципе, усвоили данную тему. Теперь я хочу сейчас сохранить и вам сделать демонстрацию, чтобы вы подключились и попробовали пройти этот интерактивный урок с нами вместе. Так, сейчас я вам здесь покажу QR-код. Так, вот тут вы можете отсканировать QR-код. И сейчас я вам на экран выведу еще второй код подключения к игре. И как раз-таки вы подключитесь к моему интерактивному уроку. После того, как мы какие-то изменения сделали, нам обязательно нужно сохранить то, что мы с вами уже проделали. Дальше нажимаем кнопку Teach. После нажатия кнопки Teach у нас есть два варианта запуска. Первый вариант Student Past, то есть это будет студент в своем ритме проходить ваш интерактивный урок, либо второй вид Live, то есть тут уже я буду переключать слайды, и вы будете переключаться со мной вместе. Пока я выберу Live, чтобы мы все одновременно переключались по слайду. Так, вы можете отсканировать вот этот вот QR-код, и в код игры вам нужно будет прописать вот этот код L527Q. Әріптестер, кері байланыс береміз, қосылып отырамыз. Отсканировав QR-код, можете подключиться. Я QR-код сделаю больше, чтобы больше видно было. Вот. Name, enter name дейді. Ага. На жерге не, код терес L елу екі жеті Q деген. Дальше. Так. Name, атымызды сұрап отыр. Иә, атыңызды жазасыз, одан кейін join game деген кнопка болады. Кішкентай кнопка шетінде join game деп жазылады. Ага. У всех Да, получается зайти? дальше получается. Хорошо, сейчас я здесь как раз таки посмотрю, насколько у нас прогресс. Әріптестер, қосылыңыздар. Өздеріңіз QR-мен кіріп көріңіздер. Қосылып отырмыз. Қосылдық. Хорошо. Қосылған адамдарда осындай интерактивный слайд шығу керек. Шығып тұр ма сіздерде? Шықты. Хорошо. Келесін бастай береміз ба онда? Барлығы қосылып үлгерді ма? Қанша адам қосылып отыр қазір? Көре аласыз ба? Қазір көремін. 13 адам ғой деймін ана жерде төменде жазылып. Бүгін колледж бар. Иә, ары қарай жұмыс жасағанға қосылып, кері байланыс беріп қатысып отырыңыздар. Жақсы. Жақсы, онда келесі слайдқа. Бірінші слайдта, на первом слайде вы видите 3D-модель, то есть я могу сейчас переключиться, и со мной вместе переключается у вас тоже слайд. То есть вот я переключила, у вас слайд тоже переключается автоматически. Вы здесь можете, вы здесь можете тоже вот попробовать подвигать вот эти вот toggle-баттоны, то есть можете подвигать вот эти вот крючки, и у вас тоже появится реакция симулятора, то есть как это выглядит. Попробовали? Получилось?
Да, получается. Хорошо. Делаем. Пойдемте на следующий слайд. Следующий слайд у нас был с 3D-туром. Попробуйте увеличить, посмотреть. Здесь у нас, конечно, город Астана. А вообще можно любой город мира и страны поставить. То есть будет это Африка, Нью-Йорк или еще какой-то другой город. Ага. Дальше пойдемте. Следующий слайд у нас как раз-таки сейчас начнется игра. Нужно будет ответить на вопросы. И, Time Club дейді. ага, да, правильно. Сейчас начнется игра. Я вот здесь нажму «Далее». И все, у вас сейчас, вам нужно будет выбрать персонажа. И персонажи, которые вы выбрали, у меня здесь будут появляться ваши. Ну, вот один человек уже подключился. Два. Мгм. Мгм. 4 человека пока. Еще подождем чуть-чуть. Мгм. Мгм. 12. Все подключились? Да, начинаем Мгм. или еще подождем? Пока 14 человек подключилось. Ойната беріңіз, аха. Ага, старт гейм. После кнопки старт гейм у нас начинается как раз-таки квиз. То есть вам нужно ответить на вопрос, а у меня тут появляются ваши ответы, то есть насколько вы правильно ответили и так далее. Ну, в принципе, здесь всего 2 вопроса, чтобы долго не занимать время. Хорошо. И после того, как вы ответили, у вас появится пьедестал. То есть кто на первом месте, втором месте, третьем месте и так далее. Так, Второй вопрос. ну, глобально. Мгм. Так, все хорошо, в принципе, у нас уже есть результаты какие-то. Сейчас дождемся, пока все остальные ответят. Все. Как раз-таки вот тут мы сейчас увидим список, у кого сколько баллов, кто сколько правильно ответил. Вот. То есть у меня учителя, как у учителя у меня будет такой рейтинг, у вас будет пьедестал и игровые моменты для студентов, школьников. Хорошо, далее пойдемте. Теперь следующий шаг – это у нас упражнение на заполнить пространство. Мгм. То есть там нужно будет заполнить бланк, да, текст, Мгм. пустым пространством нужно будет заполнить. Те, кто заполнил, у меня тут как раз-таки на учительском выводится, у кого сколько баллов, кто правильно заполнил, кто нет, а у вас как раз-таки там будет текст с пропусками. Если немножко не видно самих, а, получается, ну, слов, вы можете немножко пальчиком, получается, пролистнуть снизу. Как только вы пролистываете, появляются новые слова. То есть у вас там, наверное, видно на телефоне только 2 слова вмещается. Вы можете пальчиком пролистать, и будет больше слов. У всех получается? Да. Мгм. Давайте дождемся сейчас, чтобы все закончили. Да, уже есть какие-то результаты промежуточные. Почти у всех все правильно. Все, можем дальше идти? Мгм. Хорошо, пойдемте далее. Следующее наше упражнение – это рефлексия, то есть как ребенок или студент понял нашу тему. Вам нужно будет обвести каким-нибудь любым цветом на ваше усмотрение, можете выбрать любой цвет, обвести и нажать кнопку Submit, отправить мне ваш ответ. Так, выбрать цвет. Да. Ниже у вас Так. вот тут есть вот видно? Карандаш. Да, карандаш. Вы можете выбрать вот тут цвет любой, допустим, красный, желтый, синий, и обвести человечка, который, насколько вы поняли тему. Какое у вас настроение на занятиях, допустим, и так далее. Мгм.
и отправить кнопку Submit нажать. У меня тут ее нету, но у вас она будет. Сейчас на занятии находится, получается, у нас 24 человека. Отправили. Хорошо. Теперь здесь самое важное, наверное, и самое лучшее, что есть, это у нас есть репорт. То есть мы можем после того, как наше занятие закончилось, Мгм. немножко закончим наше занятие, мы можем зайти в наш кабинет вот тут и посмотреть репорт, то есть отчет. Сейчас посмотрим review reports, то есть какой у нас итог нашего занятия. Мы видим, сколько у нас было сессий, то есть на разные классы, допустим, вот наш класс было 24 человека. Сейчас посмотрю. Время прописывается, когда у нас была эта сессия, когда был урок. Заходим, и мы вот тут видим суммарное, то есть за все упражнения увидим отчет. Сейчас немножко подождем, прогрузится. Вот, мы увидели отчет за 24 человека. У кого-то вот очень хорошие баллы по 100% на каждое упражнение. Вот эти бланки, наша, получается, игра, и в общем, сколько у вас баллов за урок. То есть это для каждого ученика его активность, показывает активность каждого ученика. Но здесь мы можем, конечно, просмотреть еще индивидуально, то есть как ответил один студент на вопрос. Вот, допустим, кто-то мне обвел вот 20-ку. Человечек, веселый человечек, который, я так понимаю, все понял. Вот. И также мы Гуманитарный можем, институт. да, мы можем просмотреть каждого студента отдельно. Смотрите, ну, допустим, давайте посмотрим вот первого Даулетова Жулдас. Мгм. Вот, сейчас прогрузится немножко. Есть такое. Но вот ее ответы, тут как она поработала с текстом, и тут насколько она поняла тему, допустим. Тут, ну, где-то вот здесь, по-моему. Ну, среднее, да? Но настроение все-таки все равно хорошее. Вот. И так мы можем посмотреть и скачать, самое важное. То есть мы можем скачать этот отчет, если нам нужно где-то его прикрепить, и потом распечатать, если нам нужно его распечатать и так далее. Так, ну, в принципе, у меня на этом все. QR-коды и ссылку я вам оставлю у себя в Мгм. презентации. Если есть вопросы, можете задавать. Иә, Давайте. әріптестер, мынауыңыз жақсы екен, иә, бұл тәсіліңіз. Я что? Барлық балдарды қамтисыз, қанша бала қалай жауап берді, баға қоюға да студенттерге өте жақсы екен. Осы сабағымыз бойынша, оқыту семинарымыз бойынша сұрақтарыңыз бар ма тағы? Мен айта кетейін, осы семинардың жазбасы біздің YouTube каналымызға жүктелетін болады. Сол жерден тағы қайталап көрсеңіздер болады. Және Әйгерім Серғазиевна, телефоныңызды берсеңіз, мүмкін әріптестер сізге жекеге де шығып сұраса болады сізге. Болмаса чатқа жазыңыз мына жерге номеріңізді. Регистрация обязательно через Google. Ой, регистрация кезінде мен через Google кірейін деп жатқанмын ғой. Сол Через аккаунт. не аккаунт создавать етілмей жатыр да. Приложениесін жазып істеу керек па оны? Жоқ, приложение қажет емес. Кірген кезде Google-мен обычно кіреді. Может быть, у вас немножко прогружается, надо подождать. Допустим, вот у меня, я сейчас вам покажу, как выйду. Вот, допустим, я вышла, у меня нет аккаунта, я вот захожу, ну, так как у меня уже есть, я захожу через Google аккаунт. То есть регистрируюсь через Google аккаунт, sign up with Google, в принципе, работает все хорошо. Может, у вас интернет не так? Посмотрите еще раз. У меня вот неден кірдім. Ага. Видеоны поработаемся. Сигнап типа бассам из Google, что-то не получается, оно вот не грузится вообще. Вот перезагрузка делаем, и дальше сигнап не делается. Бұл тегін ба? Тегін, тегін, бұл тегін. Есть какие-то платные возможности, но в основном большинство тегін. Негізі через Google регистрация жасалыну керек.
Возможно, через какое-то время еще раз попробуйте. Менде Google мен кірдім өйткені. Все хорошо, как хотел Мгм. курим. А скажите, там кредиты не ограничены, да? Здесь такого нету, кредиты и так далее. Тут создаешь, да, нету кредитов. То есть Ага. как других сервисов такого нету. Сейчас давайте я там даже покажу. Ага, а язык можно менять? Язык, здесь язык в основном английский, но когда вы создаете гейм, то есть игру, вы можете сами создавать на казахском, на русском квизы. То текст тоже можете подбирать на казахском, на русском, но сам сервис, он на английском языке. Но вы можете вот здесь воспользоваться кнопкой. Есть кнопка вот тут сверху, где браузер, Ага. перевести на русский, и, в принципе, здесь он сейчас переведет. Вот он перевел, как смог. Ну, Ага, а спасибо. перевод. Ага. Вот здесь вот учить, кнопка как раз переводится. Всё. Әріптестер, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Телефоныңызды қалдырдыңыз ба, Әйгерім, чатта? Да, я чатқа жазып жібердім. Әйгерім Сергазинова. Вот тут есть. Сол жерден де алсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, тағы қойыңыздар. Презентацию тоже могу скинуть. Аха, Ну, болса, хотите. Ничего такого. жіберсеңіз болады. Сіз жібергенше мен айта берейін. Әріптестер, бүгінгі семинарымыз сіздердің кәсіби тәжірибелеріңізді жетілдіруге және жұмысымызды нәтижелі атқаруға ықпал етеді деп сенемін. Сұрақтарыңыз болса, чатта да жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз жоқ па? Жоқ. Ендеше аяқтайық. Онда Әйгерім Сергазиевна, рахмет. Бүгін өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Біздің оқыту семинарымыз жоспарға сәйкес өз жалғасын табатын болады. Назарларыңызға рахмет. Ендеше жақсы, сау болыңыздар. Спасибо большое, до свидания. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.